Ну, здравствуйте, дорогие друзья! У нас погожий сентябрьский денек, 9 сентября. 9 сегодня? 7? 8. 8 сентября. Вот видите, я уже потерялся с этими погожими днями. У нас наступило лето. Копаем картошку. Урожай хреновый, честно сказать. Убрали вот такой участок. Покажи, какой участок убрали. Здесь это где-то 5-я часть поля примерно. Здесь мы собирали около 130 ведер с этого огорода. Ну вот, получается, мы должны были здесь собрать как минимум 30-40 ведер. Вчера собрали 4 ведра крупной и 5 мелкой. И то крупную мы ложили, самое крупное, это вот с куриное яйцо, наверное. Урожай никакой, потому что каждый день поливал дождь летом, земля как кирпич, земля очень влажная, как пластилин. Она тяжеленная, даже вот сколько, неделю нету дождя, она до сих пор вся сырая. Урожай. Ну вот самая крупная картошка, это вон, с яйцо, наверное, куриное, и все. Раньше такую мы кидали мелочь, сейчас придется довольствоваться этим. Надежда на тот сорт, который красный, чеченский сорт, который там вроде ботва получше. Думаю, что там будет урожай получше. Ну а пока под музыку вперед и с песней. Нас веселит электронный мотор, который типа проигрыватель. Единственное плохо, что надо переключать песни. Играет одно и то же постоянно. Нет такого, чтобы все воспроизводить. Так что после каждой мелодии пауза на 1 секунду, чтобы переключить следующую песню. Ну как-то вот так включаемся вечером и смотрим, что мы сегодня сделали за целый день. Не забываем собирать червей, которых предостаточно. Я уже насобирал неплохо. Хватит этого и на осень, и на длинную зиму. Ну как-то вот так. Работаем. Тут еще одна помощница у нас работала, она, увидев камеру, быстро-быстро убежала. Не хочет быть знаменитостью. Вон, за баней прячется. Ну все, друзья. Приходите к нам на картошку. Скоро чумор. Чумор неизбежен. И все будет. И будет и рыбалка, и охота. И без картошки тоже никуда. Картошка кормилица. И кормит. И все остальное. В голодные 90-е это была единственная валюта, которая и одевала, и обувала, и кормила. Приезжали фуры, мы сдавали картофель. Но мы тогда сажали где-то ведер, наверное, 50. Собирали 500-600 ведер. Все это уходило на бартер. Покупали на бартер. Бензин покупали. Меняли, то есть, продукты, крупы, сало, одежду. Все менялось на картошку. Мимо картошки, они нам товар. За счет картошки мы выжили в голодные 90-е. Теперь, конечно, сажаем меньше. Только для себя, но много не мало, около 30 ведер-то сажаем. Как-то вот так. Встречаемся вечером, ну или на обеде. Все. Валентина Васильевна, оператор сегодняшний, сейчас приготовит нам покушать и тоже выйдет помогать. Надеюсь, общими усилиями мы сделаем это великое дело. Да здравствует урожай. Картошки так мало, еще и в него попадает. Время без 15:05. Забиваю рядок. И все. Звонил Виталик, братан. С ним договорились.
Надо привести лодку, привести мотор. Он у меня так и остался на лугах. Подходит к концу еще один рабочий день. Немножко осталось вон того сорта, которого я привозил с командировки. Не буду его называть, так как не знаю, как сорт называется, назову его сорт Коми Рыбак. Это мой сорт все-таки, потому что я его привез. И не будем гадать и называть, назову этот сорт сортом Коми Рыбак, и все будет нормально. Вот осталось еще пару картошек. Короче, вот такой фронт работы сделали. Вот от границы от шланга, вот там вчера собрали 6 ведер. И сегодня большую часть поля собрали, осталось немного на час работы где-то. Сколько сегодня собрали примерно ведер? Давай мне камеру покажу. Сорт Коми Рыбак, он более-менее. Вот такая вот картошка красненькая. Клубни, это считается крупный сорт. Да, Туман, это крупный сорт. Потому что, запомнили, да? А теперь покажу тот сорт, который идеал. Он уже далеко не идеал. Вот это вся картошка с этого поля. Сколько, да, примерно-то хоть сколько здесь, Валь? Вот такая вот картошка. Это самая крупная. Это вот с куриное яйцо где-то вот получается. Ведер 10 за целый день собрали. Вчера 6. И там, ну, со всего поля собрали. Получается около 20 ведер картошки. Для сравнения, прошлый год с этого поля мы собрали 177 ведер. Это только крупный, не считая мелочи. Мелочи, скажем, было где-то ведер, ну пусть 30. Около 200 ведер и 20 в этом году. Ну пусть еще 10 будет максимум, 30 в этом году. Вот такая вот разница урожая. Ну а теперь с братом едем на речку. На, как говорится, операция по спасению лодочного мотора. Надо будет поднять продольники, притащить лодку с мотором. И завтра или послезавтра буду разбирать, буду узнавать причину, что конкретно сломалось. Сегодня созванивался. Редуктор надо заказывать отдельно, если в сборе. А запчасти, вал, там вертикальный, горизонтальный, это все есть в магазине, все свои в Ухте. Так что узнаем, что конкретно сломалось, и будем покупать. Все. Встречаемся на реке. Ну вот мы и на реке, и у нас начинается первый этап спасательной операции под названием «Спасти Сузуки». Вчера я лодку с мотором оставил внизу, со сломанным мотором. Ромка на машине приезжал, мы это хлам весь с лодки привезли, а лодку с мотором оставили. Вот теперь с Виталием едем, проверим по-быстрому продольники, дабы убедиться, что там есть рыба. Возьмем. Нет, так нет. Насаживать не будем, потому что я еще не знаю, когда я буду с мотором. Ну а потом едем к лодке и тащим лодку на буксире. Все, поехали. Поехали. Меркурий едет спасать Сузуку. Мотор заведен. Мы выдвигаемся к первому продольнику. Сначала глянем продольники, ну а потом уж поедем. Забыл шапку сегодня, так что будем. Солнышко село и сразу подул северяк, уже прохладно. А лето у нас еще продолжается. Дождей так и не видели. Вода падает, уже дошла до летнего уровня. Вот она здесь. Вот она, вот. Прямо по курсу. Сейчас посмотрим, было что не было. Вчера мы так и не успел проверить. Поехал за мальками, ну, чтобы посмотреть, залетел ли малек в ловушку, не залетел. В итоге не доехал я ни до мальков, ни до чего. Вот она. Ладно. Так, ну
Что, смотрим. Была рыба, не было. Тут у меня 3 первых крючка насажено было на червей. Последний на червя вроде был. Остальные все на ершей. Так что не знаю, был налим, не было. Надежда тут больше на налим. А там почти все насадил на червей. Ну, в перемешку с ершами. И с маленькими окушками. 5 окушков маленьких. Что, ветер поднимает вверх? Так. Смотрим просто. Есть, нет, нету. А что боком? О, что-то есть. На. Сачка нету? Там что-то дергает. Блядь, сачок-то не взяли хороший, большой. В будке же был. Кто-то дергает там, друзья. Маленький налимчик первый. Налим. Налимчик. Этого отпустить точно надо, вот этого маленького налимчика. А этот пусть пойдет. Он живой. Все-таки поймали налимчика. Он уже вчера, наверное, был. По башке. Заглотил до конца. Все. Куда не денется. Видишь, а он даже лодку заглотил. Мог бы уже сдохнуть и испортиться, если бы не проверили. Так, янцы, когда уже хоть видно, что налим шевельнулся. Так, еще один там дрищ-пакет был. Так, у тебя тут опарыш или что? А черви? Вот этого дрищ-пакета надо точно отпустить. Так, как он? Вот это конец, да? Нет, вот это конец. Конец отпускай. А, вот это конец. Да. Еще несколько ёршиков живые даже. Так что, возможно, следующая проверка, возможно, будет и с налимчиком. Первый крючок это замотан был. Вот он. Вот этот вообще маленький налимчик на червяк. О, слабо, да, слабо попал. Вон такой налимчик. Мы его, конечно же, отпускаем. Иди, гуляй. О, смотри, как змея пошел. Поперхнулся. Все выплевывает. Довольный, наверное. Крючок давно мешался. Этот. А, крупные есть червяки? Тогда и вон следующий можно тогда. Ну ладно, друзья, выключаемся. Сейчас пустые крючки насаживаем на червя и идем дальше проверять. Так, что у нас на этом продольнике? Тоже засыпало. Ой, здесь что-то есть. Есть налим? Налимчик. А, это так сорется, так не жалко, не крупный. Еще что-то есть? Так у тебя сачок-то сломанный. Так, есть один налимчик небольшой. А там все, ерши, наверное. Ну-ка, ну-ка. Не, все, нету ничего больше. Заглотил. Этот поменьше. Ну, 2 налимчика уже точно уху сделают. Жабра прысь. А, он до глотки. Даже смысла его отпускать нет, он все равно подохнет. Вон. Я обычно таких достаю вот так вот через жабры. Крючок еще большой. Пищеводе, наверное. Ну, до желудка заглотил. А, вон, еще через живот. Печень даже проткнул. Куда его отпускать? Вот так вот. Ты уже, дружок, не жилец. Вот так вот. Где весь крупный налим-то, блин? Одна мелочевка. Что зимой мелочь долбила, что сейчас. Вроде бы и лето было. С большой водой не кололи его все год. Нет там ничего. Шибает.
Ладно, все, еще один продольник у нас остался. Вот и крайний продольник. Сейчас посмотрим. Делаем ставки. Я скажу, что здесь сидит язь. Черви дали. Черви были тоже, да. Здесь половина мелких крючков, половина крупных. На крупных были ёршики, а на мелких черви. Так что вполне возможно здесь что-нибудь или хариус, или язь. Что-нибудь, да, наверное. Ничего. А, засыпало. Все крючки пустые. И ничего нету. Да, за двое суток, если даже и что-то и было, сорвалось. Отпускай, не будем тратить время. Зато уж точно никто не попадется. Ёрш в песке, да, засыпало. Продольник засыпало в песок прямо. Ладно. Попробуй по этой веревке лучше поднять. Ай, бесполезно. Сейчас. Ладно, не будем тратить времени. Все, поехали за лодкой. Ну вот, друзья, пока приехали, пока прицепляли лодку друг к другу. Слава богу, лодка на месте. Слава богу, лодка на месте, мотор на месте, все на месте. Прицепились, привязались. Ну и теперь будем пробовать, что у нас получится. Толкаемся. Все. Ну, с Богом. На секунд полет нормальный. Видишь, еще одна лодка без крыльев, вторая с крыльями, как бы плотно из-за этого не сидят. Нормально, нормально, я со зрителем говорю. Мы как-то с рыбалки ехали. У меня обяжка с 30-кой была. А Саня Шукшин на казанке с ветерком 8, 4 человека. У меня 30-й сломался, мы также ехали. Часа 2, наверное, пилили. Какой 2? Часа 3, наверное, пилили со Скаляпа. Ну ничего, доехали. Как-то вот так потихонечку едем. Ветерок дует, луна. Дай бог доедем. Дай бог все нормально будет. Главное на мель не нарваться. А вон здесь уже мель. Мелко-мелко ведь. А все нормально? Нормально. Нормально. Вон такая дамба, перекат. Коварная дамба, на которой я и порвал свой мотор. Ладно, все, выключаемся, друзья. Сделаю небольшое включение дома, и когда приедем уже. Подъезжаем уже в кромешной темноте. Осталось только причалить. Ну вот, с Божьей помощью. Кусают. А так вот с Божьей помощью мы доехали до места. Ну вот, друзья, мы и дома. Это моя студия канала Коми Рыбак. Мотор на месте, лодка на месте. Осталось только разобрать и узнать конкретно, что конкретно поломалось в этом редукторе, какие нужны запчасти.
Вот. И еще хочу выразить огромную благодарность это тем людям, которые откликнулись, которые помогают мне. Получил уже переводы. Это Михаил Владимирович С. Я, друзья, не знаю, кто такой, но спасибо огромное. И большая благодарность также Александру Наглию, канал Александра Мазая и Мушки от Мазая. Ирине Барановой огромное спасибо. И ЧТА Остапчук, это канал Рыбалка на Печоре. Спасибо, друзья. Переводы я получил. Потихонечку будем собирать. Если что-то останется от картофеля, не знаю. Раньше я продавал до 200 ведер, это когда хороший урожай. Не знаю, все соберем, посмотрим, излишки продадим и закажем запчасти, если что. Мотор будем делать, все будет хорошо. Так что всем огромное спасибо и всем до свидания. До встречи на канале Коммербак. Завтра поедем в Троицк, а послезавтра мы уже конкретно, или даже завтра вечером, я все расскажу и покажу, как продвигаются мои дела. До свидания, друзья.